трансляцію з Могилєва, з вулиць Могилєва. Сьогодні був анонсований огульнонаціональний такий мітинг. Ось, як бачите, за моєю спиною це центральна площа Могилєва, площа Леніна. І там собралося дуже шмат людей, хоча мітинг був заявлений тільки на 14 годин. І вже до 14 там собралось людей, напевно, більше, ніж було вчора, коли хто глядів мою трансляцію на 6 ТВ. Приблизно такой же акции. Зараз ми пойдемо поближе, это я просто отошел в бок, поглядеть звонку и поглядим, что там, сколько людей. Ну, як бачите, вже там по обидві боки проспекту Мира собралося рівно штат людей. Вельми активно сигналят машины, и колонны все больше подходят. Рух не перекрытый, рух, как бачите, по центру города вольный. Никто не перекрывал. Хотя несколько уведомляли, что такие рух был перекрытый, а у нас пока все спокойно. Ну, давайте подойдем разом и поглядим, что там отбывается. Вот тут уже на этом боку люди стоять. Так, ось тут якраз уже ми бачимо Бориса Бухеля, нашого могилівського правооборонця, і Олега Дячкова, який відсидів сутки. А ось тут у нас є вже і Тутбай, кореспондентка. Ой, простите. Так, зараз уже буде репортаж на Тутбай. Олег, як було відчування після виходу з суток? Ну, вы знаете что, я хочу сказать, что, конечно, дякуючи підтримки, всенародной підтримки нас выпустили ранее часу. Бо сейчас был суд, дали 12 суток, а уже в пятницу выпустили. И это дякуючи тому, что по всей Беларуси люди стали выходить, предприемстві, жанчини наші видатні, дівчата, айтішники, лікарі. Дякую всім, дякую всенародной підтримки, ми обов'язково переможемо. Дякую. Ну, ось люди все підходять і підходять. Як бачимо, у центр города неспинним таким потоком. Так что, сябры, можете поширать наше видео, подписывайтесь на наш канал, я весь час забываю, что кроме лайков, еще и добро, когда люди подписываются, и чем более на нашем незалежном YouTube-канале лайков, чем больше проглядов, тем больше мы можем хоть не монетизовать свою такую деятельность информационную, бо, в принципе, мы незалежный ресурс, у нас нема ніякої такої підтримки. Бачите, тому ваші підписки, кількість підписчиків, ну, хоч не дозволяє, ну, дворами там збоку, і, здається, не зауважив ніяких там автозаков, ніяких міліцій, ну, тільки були особні такі легкові автомобілі. Ну, я сразу вибачаюсь, може бути, за якось групу, бо тут вельми шумно, гудять машини без конца, тому вже як буде отримується. Я не ведаю, який зараз інтернет, ну, але вже так само, це залежить не від мене.
спинами гэтага ланцуга. І як бачите, так само шмат людей. Ну, я думаю, вам чутно, що люди зараз скандують. Там напереді наш облвиконком, де вже вчора якраз і збирались люди раніше. Ну, але сьогодні непорівнянно більше людей, просто не порівнянно. Коли вчора там було літерально кілька сотень, то я тут, напевно, зараз вже бачу тисячі людей. Так само люди, бачите, ходять в таких окружок національних строїк, многие з червоними і білими балонниками. Напевно, я докладно могу сказать, что такое было, напевно, только на самом початку 90-х, и там у часи СССР на першомайській демонстрації. Ну, ось міліція Могилевська стоїть просто в боку. Ну, я думаю, что навряд ли они смогут что-нибудь такое предпринять с такой колькостью людей. Люди не порушают правила, так бачите, все просто стоят на ходниках. Але вже їх знайшла по обидві сторони проспекту Мира, на площади Ленина і Могилевського облвиконкома. Вы знаете, там больше еще народу. Там. Я оттуда сам пришел, да. Я думаю, тут дуже коментувати что-нибудь тяжко. Як і питатися у людей на русском, я думаю, это заочно. Вот тут, я ще раз скажу, что вельми шумно. Пойдем поздороваемся через... Провладный митинг, как изладили у Минска всех бюджетников, то тут просто в Могилеве сами люди вышли в наш побольше колькості. И там, напевно, все ж таки по всему відчуванню у этого нашего так званого президента второго, напевно, немає 3%. Ленточки? Да, конечно. Возьмите, пожалуйста. Ну, беленькая у меня есть. Добро, у меня есть браслетик. Давайте кому-нибудь іншому.
А погранці или ВДВ? Погранці? Так само за народ? Конечно, пограничники за народ. Дякую. По крайней мере, чтобы никто не развернулся. Живе Беларусь! Просто некое море наших национальных тягов. Повсюду наши белые, червоные фолеры. Ну, давайте мы подойдем на следующий год. На остановке остановимся. Рядом может там некие лидеры. Но, в принципе, это все это выключная такая самоорганизация людей. Нікого я не бачив, як мені показав координатор Воголя, коли отсочить по отсеткам. Люди просто организуются в Фейсбуку, в Инстаграме, в Телеграме. Мы живем в такому реалу, что не треба координация. В принципе, координатор головный – это интернет. И когда интернет есть, то как бы есть и координация людей. А люди ж, это ж разумные истоты. Это ж не эти скот. Ему не треба пастухи, но уборщица своей. Люди разумные. И они, видно, добро организуют. Як бачите, люди йдуть і йдуть з усіх боків, цілими сім'ями. Переходив просто подземний переход, там все перервалось. Просто невероятно. Просто нечто такое, некий цирк называется. Живе Беларусь! Дуду принес? Коли будеш сидіти? Ось тут наш могилевський дудар, він приніс дуду, і навіть буде, ну, в дудах це така як волинка шотландська, і він тут навіть буде у шесті удільничати, як дудар. А это тут как раз суполка ТБМа. Мы только что на початку трансляции размовляли з Олегом Дячковым. Это керівник нашей организации Могилевской городской ТБМ. Олесь!
що вчора яны просто, як кажуть, випустили пару, да, і ось сьогодні, як бачите, людей просто, ну, просто некое море, да. Так що очень важливо, тільки початок ще, так що я не ведаю. Так, це тут трошки було, що сувязь знову. Ось, ну, не ведаю. Ну, у мене, наприклад, я на лайв, інтернет праз А1 ввогуле у мене не працює. Тому вже як буде отримлюватися з якістю і з такими помехами, тут вже це технічні будуть збої які. Ось, я протягую трансляцію. Ну, просто хочу показати, що, в принципі, ніяких не бачно таких тихарів, як звичайно на мітингу. Просто звичайні люди. Лідерів я не бачу. Ой, Виталий Макаренко, може прокоментуєте нечто? Это Так, поехали. Подія, вельми добра нагода зустрітися з вами, знайомими, побачити, скільки в Могилеві людей, які не підтримують так звану міфічну победу Лукашенка 80%. Ну, я думаю, що на наступному тижні ми вже будемо переходити до більш конкретних дій, зв'язаних з висовуванням конкретних потребувань і потребуванням їх виконання. Тому що стоять, звісно, можна довго, кричати, хлопати, але треба переходити до конкретних дій. Тому нехай влада не думає, що ми успокоїмося, що наш пар вийшов, і люди розійдуться далі гибеть під її там абцасом. Такого не буде. Поглядіть, скільки народу в Могилеві зараз, це фактично, напевно, найбільш масові акції за останні 25-26 років. Ну, то вот вы видите, что это только початок, мы сегодня выходные. Вчора тут сформували так само догрупатися у облвиконкама, але ніхто, ну, на виходних, якби, владу битцем би нема. А у понеділок буде розмовляти до одному. У ближайший час будуть сформулювані конкретні пропанови, конкретні потребування усіх регіонів, як і національного масштабу. І ми пойдемо до влади з потребуванням виконання цих потребувань протоколу. Тому що ми бачимо, що випущено тільки біля 1000 чоловік, хоча ще більше 5000 знаходяться в неволі. Ніхто з цих садистів, карателів не арештований, не притягнут до отказности. Державные СМИ продолжают лить розную хлысню. Тому давайте, значит, рихтуйтесь до неких таких больше рашучих серьезных денег. Дякую, велике. Сябра, прокоментуйте, ці було хоч трохи чутно, бо вельми шумно тут. Ось якраз підійшов і лідер групи Владимир Шанцев. Зараз він рухається ось таким рукозмацняльником з колонкою. І я думаю, що тут зладять некий мітинг, щоб все ж таки було більш чутно. Вчора був невеличкий такий, ну, можна сказати, тренувальний мітинг, маленький, було кілька сотень людей, але не було ніякої рукозмацняльної апаратури. Люди вельми древно чули. Ось, але сьогодні нечто ось все-таки наші лідери, скажімо так, демократичні, може нечто і скажуть народу про, може, некі плани, про некі пропанови. Ну, я думаю, коли з сувязью буде все нормально, з інтернетом, то ми це все почуємо. Так що сочите, шарьте, делитесь нашим видео, подписывайтесь. Нагадаю, я Олесь Соболевский и веду трансляцию на 6 ТВ Бай на YouTube нашего интернет-видания. Давайте так
само поднимемся на приступке к помнику Ленина. Это такая звыклая трибуна у своей часы у СССР, з яе промаўлялі наши лидеры коммунистичные. Ось, але апошнімі годами наша ўлады эту трибуну не выкарыстоўвае, а просто звычайно каля прыступкаў там ставяць микрофоны. Ось, і сёння, ось, бачите, можа быць, з гэтай трибуны скажуць нешта і демократичная, ну, скажем, лидер оппозиции. Ну, я думаю, по моим подликам уже не меньше 5000 тут собралось. Я не хочу стоять рядом с Лениным. Колонки будут. Сейчас будет наша любимая песня. Алло, слышно что-нибудь? Или настрой, на стрим или настрой? Ну давайте. Вся Беларусь самая лучшая. Давайте спустимся. Прошло много лет, и сил все меньше и меньше, а стенам износу нет. Я знаю, они новые, сложно не потерять. Володар Тюльпанов, який вчора тут виступав. Як вам була сподівка, що стільки людей буде сьогодні? Відомо, що Варівка пішла, енергетика вона захоплює усіх. Тому я сподіваюся, що ми сьогодні виступимо не більше за городенців, тим більше там у центрі, де Євро рихтує свій шабаш, ми покажемо, що у нас зовсім інша атмосфера. Тут у Могилеві? Ну, я маю на увазі Мінське. Ось, тому, по-перше, я думаю, що їх там небагато буде. Маємо інформацію, що не всі знаходилися. Да их значно меньше, чем у нас сегодня. Кожний день це приростання нашими людьми.
Позавчора з Владимиром Івановичем Шанцевим, старшиною партії «Об'єднання громадської». Ми були ось у цьому будинку, розмовляли зі старшиною облвиконкома Леонідом Зайцем. Перше потребування було – це вивести до народу і розповісти, чому відбулося так, що ви проголосували за Світлану Тихановську. А нам обвестили, що перемог Лукашенко. На це питання він відказав, що він зустрічається нібито з представниками працовних колективів, і гэтага достатково. Вивести до вас він не пожадав. Там на центре. Звучало потребование монетизации? Ну, я прослушал. Я не ждал Зайца, Заяц сказал, что он только Не-не. Вчора. Диктатор Лукашенко. Народного героя Беларуси Александра Голосовал за действующего президента! Где 80% его? Друзья, россияне, это видео для вас! Владимир Владимирович, Вчера страна проводила в последний путь народного героя Беларуси
Александра Троиковского, погибшего в Минске. Техніка китайська трошки підводить. Сегодня в Гомеле провожают последний путь второго погибшего, народного героя Беларуси Александра Вихора. Минута молчания. Мы, жители свободной Беларуси, мы сами этого добились. Сюда. Поприветствуем байкеров, поддержим. Поприветствуем байкеров. Людей потримали байкери, там ви бачите некий димок, це, напевно, шини. Потому что власть ждет от нас, как сейчас. Ближе, ближе. Никто не забыт, ничто не забыто. Обязательно люди, которые себе несут, которых избивают, должны быть известны, консолидироваться. И нам надо разорить эту власть, начиная от лжесудей, заканчивая лжесвидетелями, Таня, ты где? и Таня! судебная система, которая прокуратура все это не принимала действия, а принимала преступления. По моей информации, сейчас Козелевский судовой районный суд освободили политические узники, освободили люди, которые задерживались, которые не нарушали Конституцию Республики Беларусь. А поэтому
удостоверение лица Светланы Тихановской. Я, Владимир Францев, и сейчас будет выступать... Таня, ты где? Таня! Таня, ты где? Дайте слово другим. Ладно, следующее будет. Андрей будет. Я рад видеть вас здесь. Нас тысячи, посмотрите, нас тысячи! Могилевчане, вы наконец-то поверили, что вы можете все! Мы можем все! Мы проделали очень долгий путь. Мы пережили 3 дня тьмы. 3 дня настоящей тьмы, как в Северной Корее. Но Беларусь возродилась опять. И вы, могилевчане, вместе с нами. И со всей Беларусью возродились. Могилевчане. Важный момент. Это лишь маленький шаг. И наша маленькая победа. Но еще нам нужно вернуть сюда нашего президента Светлану Тихановскую. Мы должны требовать до последнего, чтобы результаты выборов были отменены. И сегодня все зависит от нас с вами здесь стоящих и от каждого из нас. Могилев, мы победим! Кто следующий? Добрый день, Могилев! Добрый день, белорусы! Добрый день, свободный народ! У нас украли голоса, потом попытались нас утопить в крови. Поэтому мы никогда, пусть запомнят это, никогда не простим. Однако нам нужно обязательно знать, что нас пытаются расколоть на 2 части. Сегодня на площади Независимости в Минске согнали людей как стадо, для того, чтобы они показали свою преданность предателю и преступнику Лукашенко. Сегодня нас пытаются столкнуть лбами, поэтому везде слышатся призывы громить, толкать, нарушать, разбивать и так далее. Но мы не только честные, не только свободные, но мы еще и мирные люди. Мы не будем толкать, убивать, давить, стрелять. Мы не будем. Мы за мир. Мы за мир. Спасибо, ребята. Очень много еще хочет сказать. Послушайте, я еще чуть-чуть отниму времени. Но мирные протесты — это еще не все. Еще нужны
забастовки, чтобы этот режим не получил ни копейки, ни те деньги, на которые он содержит свой аппарат, содержит своих карателей. Ни одной копейки. Все предприятия, все должны стать на бессрочную забастовку. Окончанием. Ребята, окончанием этой бессрочной забастовки будет сигнал о том, что Лукашенко отдал власть Светлане в лице, народу в лице Светланы. И только там. К сожалению, время. Могилев, белорусы, мирные, свободные люди, я люблю вас всех. Лещами по голове, они воспитывали. Еще раз ты выйдешь, ты сядешь на долгие годы. Ребята, потому что Беларусь просыпается. Ребята, мы с вами, мы должны быть смелые, мы должны быть. Привет, Могилев. Меня зовут Андрей, и вы знаете, кто живется в этой стране. И у меня много вариантов уехать в любую другую страну, но я очень хочу, чтобы мои дети гордились тем, что они белорусы. Вы знаете, 7 числа в пятницу была сделана запись в школе, в которой учится мой сын. И на этой записи директор школы, зам и классный руководитель моего сына Ну я не буду, покуль самой не перервется, я просто на паузу ставлю, что гуляется. Горжусь русским народом, который выступил, это что он отходит идиотом. Поэтому моя тезис такой: слава белорусскому народу! Слава! 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 Спасибо! А вот Просто можно у кого-нибудь на ищем этом самом операторе. искалеченного ребенка! Позор! 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 Здравствуйте, дорогие товарищи! Меня зовут Федор. Я хочу вам сказать, что у многих в умах ходит такая мысль, что Светлана не справится с этой должностью, что у нее нет опыта, нет компетенции. Но я вам скажу, у нее есть главное качество, у нее есть совесть. А мы все, мы народ, мы ей поможем. Исполним ключом наших предков. Ура, товарищи! Ура! Здравствуйте, можете ближе подойти, не стесняться. Можете ближе все подойти, не стесняйтесь, чтобы не было пустых пространств. Подойдите ближе, у нас мощности не хватает. Здравствуйте, вы деревчане. Гнев, он праведен абсолютно.
Я хочу, что человека, который пострадал, мы все будем переживать, все будем помогать. Мой брат работает в Европе, даже Франция поддерживает нас. Гаишники... Я живу на этой земле. Я прошу вас, мы едины, мы разом, 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 разом. Мне вчера предложили, как ветерану, поехать в Минск на автобусах. Я сказала, ни один ветеран, я председатель Совета ветеранов, не буду называть организацию, я сказала, ни один ветеран не поедет за кровавого диктатора. Я желаю всем людям, которые выйдут из-за стенок, здоровья. Я желаю, чтобы все мы помогали. Я хочу, чтобы все, кто здесь собрался на площади, понимали, мы вместе, мы победим этого тирана, и все будет у нас хорошо. Мне так нравится на вас смотреть. Вы лучший цвет нации, белорусы. Я вас люблю. Меня зовут Александр. В эту выборную кампанию я был доверенным лицом Андрея Дмитриева. Вышел я сейчас сказать слова для того, чтобы на дальнейшее мой сын потом не стоял на площадях, где добивался свободы, которую могу добиться я. Мы вместе ее можем добиться, этой свободы. Есть общая концепция, чего мы хотим, к правительству именно. Первое, это конец насилия. Прекратить преследовать людей цветами, с браслетами, с шариками, с флагами. Это можно все делать, это не запрещено. Прекратить преследование этих людей. Второе, свобода всех политзаключенных. Люди не должны сидеть в тюрьмах за свое мнение. Очень много административных нарушений в Беларуси. Друзья мои, я хочу, когда все это поменяется, все административные правонарушения политические аннулировать. Мы не должны... Третий пункт. Справедливые, новые, честные выборы. Эти выборы должны быть анонсированы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов. Никто не должен сидеть за свои мысли. Друзья могилевчане, большое огромное спасибо всем тем, кто поддерживает вот этот свободный выбор. Большое огромное спасибо за организацию, все самоорганизовываются. Первый раз в жизни я вижу одухотворенные... Скажу так. Трибунал! 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 Свою позицию в этом...
они когда вы на колени, вы видите, что мы сильнее. Но мы реально, на самом деле, мы сильнее, чем есть на самом деле. Нас много, нас миллионы. А они говорят, что у нас 3%. Да бога ради, извините. Не все нас слышат. Может быть, пройдем маршем до Дворца культуры? Сейчас будет еще выступление, и мы пойдем до Дворца культуры. Просьба, может быть, пойдем по тротуарам, чтобы не прекращать движение. Виталий Могилев, Володар Цурпанов. Я, как всегда, вас знал. Вы скандировали «Не простим» и не врали себе. Я за справедливый суд для каждого. И чтобы каждый гестапоец, инквизист, каратель, который зверствовал тут на наших улицах, был назван. И я буду делать все, чтобы они могли реализовать право на справедливый суд. А чтобы это случилось, у вас большая задача. У нас большая задача. Мне тут не нужен ни Цумарев, ни Заяц. И их тут нет. И их тут нет. Но у нас нет нашего представительства. 2 дня я пытаюсь заручиться вашей поддержкой и полномочиями, чтобы начать этот процесс формирования нашего местного отделения Национального комитета спасения, или как мы его там назовем. И сейчас я вас прошу, я выставил в своем фейсбуке такое предложение и просьбу, обращение к вам, наделить меня полномочиями, представлять вас в переговорах с властью. Кто за то, чтобы делегировать мне право и наделить ответственностью перед вами отчета в переговорах с прошлой властью, прошу поднять руки. Спасибо, дякую. Будем считать, что это начало процесса. Каждый из вас, каждый должен посмотреть вокруг, кто у вас из знакомых, специалист в разной сфере. Диригируйте его. Я же назвался. Я Володар Цурпанов.